Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24, это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас будет такая тема, которая, думаю, касается абсолютно всех, кто живет в доме или в квартире. И, конечно же, вы любите отдыхать на своей мягкой мебели. Но со временем, да, к сожалению, бывает так, что мебель приходит в очень такой некрасивый вид, появляются на ней пятна, и, как в нашем случае, не только потертости, но и, как видите, вот такие вот страшные разрывы. В общем, мягкая мебель очень сильно страдает. Ну, а порой выкидывать мебель, конечно же, очень жалко. И есть проверенный способ – это отдать мебель на перетяжку, то есть на ремонт. И сегодня мы находимся в цехе по перетяжке и производству мебели, который называется «Форма мебели». И будем общаться сегодня с Уланом. Улан – старший мастер цеха, и сегодня под его руководством я испытаю себя в роли также мастера по перетяжке мебели. Улан, расскажи вот в целом, в чем суть работы, да, вот мастера по перетяжке мебели и в целом вашего цеха? Ну, получается, как бы клиенты нас звонят, узнают, можно ли перетянуть мебель. Вот, и мы, получается, едем домой к ним, забираем мебель, смотрим, в каком она виде. Можем поменять там все, что угодно в этом диване, по сути. Там поролон, может быть, ремонт сделать на деревянных, на каркасе самом дерева дивана, то есть. Ну и саму перетяжку, получается, вот, обшивку поменять. Вот. Люди, как бы, клиенты сами выбирают материал, мы показываем им там ткань, может быть, или кожу. Вот, и уже по цене договариваемся. Вот. И привозим сюда и начинаем как бы разбирать, перетягивать и ремонтировать весь диван, так сказать, или кресло. Угу. Ну, то есть сейчас назвали такой полный практически спектр, да, и можно понять, что на самом деле можно практически в заводской вид, да, привести в вашем цехе, да, мягкую мебель. Хорошо, ну сейчас мы приступим. Прямо вот я без слез не взглянешь на этот диванчик, смотрите, да, то есть видно, что очень такой видавший виды, потертый. И сегодня мы, конечно же, так как у нас рамки передачи достаточно, ну, не резиновые, да, сокращенные, поэтому мы решили сделать таким образом. Сейчас под руководством Улана я вместе с ним мы разберем, да, покажем процесс разборки кресла мягкого, потому что, ну, по словам Улана, это достаточно сложный, да, такой вот именно вот этот каркас, тут видите, как все такое фигурное и так далее. И затем после разборки покажем уже обтяжку, но уже другого кресла, ну, как бы понять сам смысл, саму суть работы. Ну, а, конечно же, финальный результат вы увидите в конце нашей передачи. Ну, давай, Улан, начнем. Так, какие инструменты требуются и с чего обычно начинаете? Ну, обычно начинаем, получается, с разборки. У нас вот такие вот отвертки есть, два вида. Ну, кому как удобно. Там, здесь уже с наконечником, разное немного. Такая модифицированная, да, минусовая отвертка. В чем ее, вот почему она вот такая? Ну, это чтобы удобно было доставать скобу. Мы не просто там разрываем или рвем материал. Старую как бы кожу нам нужно для раскройки, для нового там. Швее отдаем, чтобы она шила по старой раскройке. Лекалом, да, лекалом надо сделать. Вот. Ну и поэтому нужно как бы просто скобу убирать. Этой отверткой получается. Хорошо, тогда приступим. Так, давай. Развернуть. Ага, вот они. Вот, получается, все так выглядит, так не очень. Ну да, я думал, может, снизу будет получше, да? Но здесь у нас, как видите, тоже что-то происходило. Так, ну давай я возьму тогда отвертку. Ну, я так понимаю, что тут несложно. То есть вот это... Главное аккуратно сделать, чтобы там, случайно там руку не пробить. Отверткой. Техника безопасности, да? Скобы собираем, да? Или... Не, выкидывать его. Можно вниз, да? То есть похожая ситуация была в передаче «Испытано на себе» на установке автосигнализации. Ребята, электрики, которые устанавливают, они в целях экономии времени все вот обрезки там и так далее, все скидывают на пол, потом просто убирают. Так, а вот этот можно плоскогубцы, да? Плоскогубцы, Так.
Если попроще хотите, ну, без плоскогубца. Ага, работать, так, сейчас посмотрите, да. лайфхак, мне кажется, сейчас будет, который... Можно вот так вот сделать, получается. Ага. Перевернуть и дальше заворачивать. А, Она выходит, так получается. вот это да. Вот так вот. Чтобы там не заморачиваться с плоскогубцами. Ага. Слушай, я ждал этого лайфхака, потому что что-то думаю, очень долго у меня получается. Так. И вот так вот. О, гораздо проще. Так, вот здесь у нас прямо забили сильно. Так. Мгм. Ну, получается, здесь уже вот, видите, эта резина специальная натягивается, и она как бы уже все плохо стала. То есть ее под замену либо подтянуть сильнее, чтобы она также не болталась. Мгм. Вот это вот сломалось. Это называется змейка. Ну, это такое распространенное в креслах, я помню, еще в советские такие кресла, Да. вот, и они вот тоже такие вот элементы там были. А это уже пружинный блок, как бы нового поколения. Старое поколение немного другая, вот, а это нового поколения, но, видимо, до этого как бы этот диван, это кресло перетягивалось, что-то хотели сделать с ней. А, уже Это, возможно, работает скорее всего, это кресло уже перетягивалось. А, Я так думаю, мое мнение. то есть каркас, мы даже не знаем, какого года он, да? Да. Когда будем реставрировать, мы добавим, скорее всего, вот такие вот резины побольше, чтобы не было таких плохих видов, такого плохого вида, так сказать. Мгм. Вот. Либо вот еще добавим такие вот пружины змеи, еще чуть-чуть там, несколько штук, чтобы получше было. Ну и заменим, можно заменить либо вот пружину, либо поролон сделать новый. Если он в плачевном состоянии, так сказать, нужно будет проверять, когда раскроется все. А вот на вскидку, да, вот сколько времени понадобится на перетяжку вот этого кресла? Ну, вот, достаточно, я так понял, что сложной формы, да? Ну да. Вот китайцы, на самом деле, это вот диван как бы произведен в Китае. Мгм. Так подумать, они вот любят такие вот немного замудренные кресла делать, там всякие разные, Мгм. красивые там. И она дольше делается намного. И по ней видно, то, что она такая сложная в Конструкция, шитье, да? в Ага. конструкции, в шитье, в обтяжке. Поэтому где-то, если чисто получается ею заниматься, там, не останавливаясь на другие работы, допустим, Мгм. где-то около 3-4 дней уйдет. О, это достаточно длительное время, да? То есть сложный объект. Так. Самое простое это вот разобрать здесь. А потом уже начинается реставрация. Но я даже вот на этом этапе, как, ну, да, действительно, скорее всего, просто ломать не строить, как говорится, но тем не менее. Можно открутить. Ага. Чтобы это Так, ножку откручиваем. Ой. Там, наверное, еще что-то держи, да? Видите? Ну-ка, сейчас здесь посмотрим. Мне кажется, это саморез просто как сказать, скорее всего, под этой что-то есть. Саморез, по-моему, какой-то страховочного. А, нет. можно просто вытащить. Вот так вот. А. Аккуратнее. Ага, так, что-то тут надо уже мастеру. Там чопики, да, или? Или я неправильно делаю, походу. Все, извините, ошибся немножко. Так. Здесь, оказывается, саморез есть снизу. Ну, это не страшно, то, что вытащили. Можно ее, в принципе, починить. Ну, не починить, а сделать по-хорошему. Сделать как должно быть, да? Ага. Саморезов тоже, я смотрю, не жалели, да? Да. А, мы весь элемент сейчас снимем, Ага. получается. Ну. Все. Все, вот такой
Это были саморезы? Или нет? Или Вот это эти вот были саморезы. раз, два, три, четыре. Это вот скоба вылезла. Вот это вот. Угу. Она, Понял. получается, крепится вот так вот. Ага. И она чуть-чуть, когда закрепляли, она, видимо, чуть-чуть скосилась здесь. Вышло. Ага. Да, мы видим тут много деталей. Видите, как это фанера. Тут тоже все заклепано. Оторвать там, сильно ничего не зависит от нее. О, сколько времени прошло, да? Ну, только одну сложность разборки в том числе, да? Где-то так занимает. То есть это не необычный пуфик. Сейчас мы попробуем спинку вытащить, скорее всего. Вот это и является спинкой. Угу. Если получится, снимем ее. Ну, должно получиться, просто... Там много саморезов, если хотите, можете Как видите, попробовать. смотрите, вот, да? Такой прямо не жалели. Саморезы должны быть длинные, их должно быть много. Три самореза. Не давлю, давай. Ага. Сейчас. Как будто китайский мастер делал на века, да? Ага. Фу. Так, ну и эту сторону с той тоже. стороны. Ага. А так, если синтепон намотан, то он не выйдет оттуда, да? Ну, саморез... саморез нет. Сейчас, минуту. Тоже нюансы. Можно сломать каркас случайно. Если пытаться сломать его. Саморез, то есть. Попробуйте открутить. Переключим. Испытано на себе. Так, как? Ого. Здесь еще нужно мастеру прочитать конструкцию, да? Ага. И понять. Крутится. О, Спинка. вот в целом сейчас вот этот процесс разборки идет, а потом я правильно понимаю, что все это как бы тоже распарывается, да? Ага. И швея уже ориентируясь на вот эти уже получается выкройки, Ага. как бы, да? Да, да. Делает новые лекала. Ну, вот такой вот нелегкий процесс, друзья. Видите, у нас, наверное, уже половина передачи прошла, а мы только отделили, да, грубо говоря, спинку от самого кресла. Ну, в целом, я так понимаю, что процесс, он дальше такой же есть. То есть клепки, скобы убираем и с помощью, соответственно, шуруповерта всю конструкцию разбирается, вся конструкция разбирается. Ага. А вот, например, здесь видно, что, скорее всего, какой-то, ну, нехватка поролона, или вот он пришел в негодность, да? Да. В этом случае тогда цех по перетяжке, он что делают мастера? Ну, предоставляем услугу, там, возможно, клиенты могут сказать, там не надо замена, возможно, могут сказать, что нам надо. Поэтому, как бы, тоже сидушка, получается, как бы, ее надо разобрать, чтобы понять, что там. Вот. И уже вот, видите, поролона плохо стало. Там Да. внутри мы видели, что там пружина стоит. Либо ее под замену, либо полностью поролон меняем. И она, как бы, это уже просевшая, мы ее сделаем немного дутой. То есть, ну, цех, вот форма мебели, у вас вообще все. То есть Да. вы можете и пружины поменять, и поролон, Да. и так далее, да? Вот здесь, допустим, синтепон уже тоже рвется. Ее тоже под замену. Скорее всего, синтепон шьется вместе
А нет, не шьется. Или хотя шьется. Синтепон это вот это, да? Да, вот. Часть. Ага. А что она делает? Она как бы Она ее делает мягкость? немного воздушной. То есть. То есть это как бы сверху поролона укладывается синтепон, а затем уже кожзам, да? Да. Можно на примере этого показать, как Посмотрим. чувствуется. Допустим, здесь на спинках нет синтепона. Здесь чувствуется поролон, как бы она твердая, да? Мгм. А здесь я уже положил синтепон, она чуть мягкая Она становится. как бы такая прослойка есть. Да, да. Даже вот видно, как немножко такой, как воздушность действительно. А здесь просто Спинка. спинка идет. Из поролона получается. То есть такие нюансы. А сам синтепон, он же вот он, да? Да, вот он. Ага. И толщина у него, как видите, небольшая, но если сдавить, сам он по себе дает воздушность. Тоже вот такие нюансы. Так, ну, друзья, сейчас мы перейдем к следующему этапу нашего выпуска. Скорее всего, перед этим мы, наверное, познакомим, может быть, с цехом, где шьется, да? А потом уже соберем кресло. Уже, ну, оно уже готовое, его нужно только собрать. Так что оставайтесь с нами. Испытано на себе. Да, друзья, я никогда бы не подозревал, что в швейном цеху есть своя болгарка, да? Очень похоже по принципу работы. Для ускорения работы такой вот ножницы. Да, я даже боюсь трогать, оставлю здесь. К примеру, порезать что-нибудь. Давайте. Какой-нибудь остаток, да? Так, давайте попробуем. Продольно. Она еще держит сама, да, направление или все-таки? Ну, направлять надо все-таки самому. Так, все правильно делает, да? Ага. Так, ну-ка. Сейчас попробую вдоль. О, ничего себе. Хочу такую домой. Смотрите, как классно. Но если бы еще была как бы линия, то можно держать ее спокойно. То есть она очень управляемая. Так, ну, рабочее место готово. Значит, кресло, которое обтягивается, тоже здесь на месте. И, соответственно, сам материал, чехол. Кстати, вот по материалу, да, Ланг, вот это эко-кожа, да? Да. А вот вообще отличие от кожи натуральной и кожзам, да, еще бывает. Да. Это все разные вещи. Да. Ну, кожа, понятно, это и эталон, можно сказать, очень дорогой. Натуральная кожа. А что касается, вот, допустим, кожзам и эко-кожи, чем она отличается? Ну, эко-кожа, она такая более плотная, чем кожзам. Ну и она чуть мягче, чуть-чуть идет. Ну и попрочнее получается. А есть кожзам. Вот это кресло, которое мы разобрали, это сделано из кожзама. Как бы это плохая кожа считается. То есть он, да, он такой тонковатый, да? Ну ее легко, в принципе, получается порвать. Ой, Вот так ой, вот. ага. Она рвется легко. Поэтому такая как и кожа, она быстро испортится. Ага. То есть, если выбирать, то лучше эко-кожа. Ну, по цене получается, как бы кожзам самая дешевая, натуральная кожа это самая дорогая, а Золотая вот середина. это середина получается. Хорошо. Так, с чего начинаем? Ну, это уже вывернуть надо, получается. А предыдущий цвет такой же был, да, у этих кресел? Предыдущий помнишь? цвет, он такой был бордового цвета. Это уже оттенок другой поменяли. Щелево. Ага. Сделать такой коричневый. Хорошо. Вот. И здесь уже смотришь направление. То есть, видите, она более уже изогнута идет. Вот такая вот. И уже по ней надеваешь, на нее накидываешь. А этого мы не снимаем? Не, это вот специально, чтобы она, когда поролон чисто есть, Ага. то есть наверху она поролон, она не сможем натянуть ее, потому что она как бы электризируется и... Но это для монтажа, а потом пленка снимается, да? Или Это остается? так же остается. Все. Так же остается. Потому что мы не сможем ее натянуть просто. Вот. Так, Дальше надеваем, можно надеть. давай. Можно поближе так, если неудобно. Поворачивать, заворачивать, как удобно. Так, если вдруг... Это шов должен быть поверху, да? Да. Так, это вот начнем с угла, наверное. Ну, и
Кожа как бы плотная, поэтому ее нужно с усилием так натягивать. Прям можно Да, это, да? можно ее как бы прям сильно натягивать. Так, пока правильно все дело. Потом можно вот повернуть ее и отсюда взять вот так вот и натягивать. вниз. Ого. То есть можно... Так, а тут, наверное, в ту сторону, да, надо? Или... Ага. Ну, сначала вот это вот нужно распределить ровно. Вот это вот. О, так, слушай, это действительно... Прямо усилие, так усилие можно Да, усилие прям нужно хорошее. прикладывать. С уголком Потом я не уже знаю, это, наверное... углы можно уже. Ну-ка, что-то я побаиваюсь. Это уже можно взять сильно, так завернуть ее и прям с усилием уже натягивать. Так, а тут у нас вот здесь аккуратно, да? И тут ничего страшного. Вот так вот отсюда взять, чтобы вот это затянуть сюда. Нужно вот отсюда. То есть у нас не должно быть складок, получается. Этих. Так, тут еще надо, да, потянуть или нормально? Да, чуть-чуть можно потянуть. Также в эту сторону, да? Вот такую прям это. Казалось бы, да, перетянуть мебель, а сколько физических усилий. Тут здесь то же самое, как бы в эту сторону. Так. Вот так вот. Нормально, да? Или... Да, нормально. Да. На этой кресле, она как бы здесь много нюансов. Она немного тоже считается чуть-чуть сложноватой. Из-за выгнутости, да? выгнутости. И здесь складки нужно стараться убирать. Ага. Вот видите, вот эти вот складки. Да. И ее как бы растягивая, натягивая, убираешь. Сейчас, это допустим, То есть нужно знать вектор. да, куда натягивать. Допустим, вот здесь вот, чтобы она чуть-чуть сюда смотрела. Так вот. Ага. Потом эту... О, ничего себе. Так вот. Потому что там то же самое можно сделать. Ага. Так, давай попробуй. То есть это я сейчас должен сюда подтянуть. Прям не верится, что такой материал это выдерживает. А потом уже вот эту вот так вот натягивать ее. И вот сюда, да? Нет. Чуть-чуть нравится. Чего себе. Ну, прям хорошее усилие нужно. Да. Это, наверное, один из тех случаев, когда у меня чуть есть лишний вес. У меня тоже он есть. Пригождается, да? Весом придавил 100 килограмм, все. Да. Так, а здесь уже самое интересное, как внутри, вот я смотрю и... Вот здесь самое главное вот эти вот складки убрать, чтобы их не было. То есть она должна разгладиться. Да. А она разглаживается за счет распределения в эту сторону и в эту, да? Да. Или нет? Да? Ну, за счет натяжки хорошей Ага. и распределения тоже. Сюда натягивать, и в моменте нужно будет успевать прибить ее. А, еще и так? Да. Так, это как делается? Так же сейчас. Это уже вот так вот кладем, получается. Здесь еще натягивается. Я просто боюсь за вот эти. Там же скобы, да? Ничего страшного. Нет, это не скобы. Это вот такие вот штыри. Это на них надевается вот эта вот сидушка. А, то есть, в принципе, все равно будем делать отверстие здесь. Ага. Но это уже после того, как натянули. Ну. Либо в моменте. Так. Обратите внимание, вот Улан одним пальцем вот так делает. Такой микрофон. Вот, получается, ее натягиваешь, и в моменте ее нужно, допустим, то есть одну часть натянул и потом прибиваешь. Вот так вот натянули.
Ничего себе. И здесь аккуратно, главное, когда прививаешь, аккуратно с пальцами. Вот это я сейчас, да, заметил. Потому что насколько крепко этот вбивает, мы уже знаем. Так. Слушай, ну я, мне кажется, не повторю это. Сейчас я попробую, во-первых, натянуть. Может быть, я натяну, а ты забьешь, только если удостоверишься, что я правильно натянул. Вот, достаточно. Нормально? Ага. Так. Не отпустил? Отпустил, да? Чуть потянуть. Ну, прибить, да, мне? Давай. Так, еще чуть сильнее. Быстренько. Нормально? Ага. Слушай, ну... Да, я сложновато попался. Не, ну, как бы это же процесс сам. Нюанс работы. Что это такие, ну, реально, это, как мы разговаривали, да, про массажиста тоже. Да. Руки цепкие, крепкие. Потом уже вот, как бы 2 раза подтянул, Ага. и уже начинаешь распределять ее по всей. Так. А, то есть она уже свою... И сюда уходит, да? Либо ее чуть-чуть потом назад еще. Давай попробую в ту сторону. Ага. Чего себе. Слушай, а как тогда, если был кожзам, например, ну, обтяжка, так же не сделаешь. И он рвется же, получается. Ну, если кожзам выбрали, то там уже работаешь немного аккуратней. А, и Старайся аккуратно. всё она, делать. наверное, более эластичная, да? Ага. Так. Там прям усилие нужно хорошее. Сейчас, куда-то. Ага. Так. Эта складка куда должна? Сюда уйти? Да, ага. Сделали. Можно отсюда взять, распределить. Так вот. И натягивать. Это легко сказать. Ну да, для первого раза это немного тяжеловато. Тут еще понимать надо сам материал, да? Как он двигается. Ну, вниз чуть-чуть его дальше. Вот это, сюда вниз, вот это? А, вот пошел. Получается, здесь взять и затянуть ее вниз. Так? Ага. Фу. Чуть потихо оно убирается как бы. Стараюсь её постоянно распределять, чтобы складки шли. То есть, если натянется вот эта средняя часть, то не факт, что складка уйдет, да? Да. То есть ее надо именно по краям распределить, да? Ну и тоже как-то смотришь, по ситуации смотришь. Видите, она вот хочет туда уйти. Ее нужно взять. А, и чуть-чуть. туда, да? То есть в целом направление материала нужно Да. смотреть. Это тоже вот чуть-чуть немного туда, если хочешь уйти. Да, тоже его подтянуть. Так вот. Вот потихо как бы чуть-чуть складок меньше, но тоже чуть-чуть помучиться надо, чтобы ее убрать. Я бы никогда бы не подумал, что такой процесс. Дальше.
тоже подрезаешь, потому что тут, когда натягиваешь, она не натягивается, видите? Мгм. Она останавливается. А, там мешает. Да. Вот это вот место само. А, И тут ее чуть-чуть подрезаешь. а. Я понял. То есть это круговой такой элемент, и поэтому, чтобы снять чуть-чуть. натяжение Да, материала, да, да? Ага. Чуть-чуть сделал. И когда ее уже натягиваешь, она более Уже. Да-да-да. идет нормально. Подтянул так. И пробил. Мгм. Чуть сами попробовать. Так, давай. Так, вот эту складку надо убрать и натянуть, да? Так. Правильно? Нет? Что? Не, нормально, нормально. Ее еще потянется. Так, и докуда я должен ее сюда пробивать, да? Ага. Это я не смогу. Правой рукой. Так. Сюда? Да. Так, натяжки нет. Ой, осторожно. Ага. Следующую. Так вот. Так. Скоба летит тоже, да? И может Да, вылететь. Ай, Бывали случаи, когда пробиваешь руку себе. чё себе. Дай бог. Так. О, очень опасная штука. Фу, я вспотел, друзья, вообще. То есть, это как в спортзале каждый день рук, да? День пальцев. Вот. И когда вот здесь уже дальше идешь натягивать, складки чуть-чуть убираются сами по себе. Здесь тоже чуть-чуть складки уходят. Вот эти складки можно как бы назад ее увести. Это не сильно критично. Туда. Главное, Когда вот вот эту часть натягиваем. Ага. Так, ну давай я это помогу тогда пистолетом. Ладно. Так, где там деревяшка? Сюда? Ага. Вот сюда. Сюда? Ага. Сейчас. Это вот изначально была предварительная просто скоба, чтобы более-менее распределить. Прихваточная, короче. Ага. Потом уже по новой ее натягиваешь, когда распределил чуть-чуть. Так, также между шов, Ага. вот так, да? Вот здесь вот. Здесь уже надо почаще прибивать. На изгибе, да? Ага. Так, держу. Здесь? Ага. Бил? Да. Так, я как-то хотел, думал, может так лучше. Вот так. Так, погнали. Сюда, да? Ага. Еще одно такое. Здесь. Получается вот эти вот. Все лишнее, когда она будет мешаться потом. Угу. Ее выбираешь. Сразу видна смелая рука мастера, да? Ну, часто так бывает, что понятно, что, допустим, когда мы снимаем передачу «Испытано на себе», и когда разговор идет о каких-то изделиях, ну, заказах, да, допустим, то процентов 50 бывает так, что у нас просто заготовка, такая болванка, то есть, ну, что-то такое, что можно, если что сломалось, то ничего страшного. Здесь же это реальный, для реального клиента, то есть стул, то есть большая ответственность, поэтому волнуюсь, друзья.
Бывает. Поэтому, видите, как бы здесь чуть-чуть осталось складки, вот эти вот. Ее тоже как бы можно ее. Уже особо какой-то не видный. Испытано на себе. Друзья, ну, Улан обещал показать небольшой лайфхак, да, то есть, но в целом здесь вот обратите внимание, ну, как бы, на взгляд мастера, я бы как бы, ну, кресло до кресла, да, то есть, но Улан говорит, что здесь есть складки, ну, их видно, да, немножко, и есть небольшой лайфхак, как от них избавиться. Ну, как лайфхак. Тоже, ну, как бы народный, но Ага. для здесь тоже как бы понятное дело. То есть, доведение до идеала. Ага. Дома же тоже, как бы, когда вещи утюжишь, тоже как бы распределяются, да, разглаживаются. Да. Здесь то же самое, но как бы чуть-чуть посложнее. Ну, здесь как бы горячим, а здесь паром нужно именно распределять. Ну и обязательно не стоять на одном месте. Если будешь стоять на одном месте постоянно, она расплавится, кожа. Ткань. То есть мы его прогреваем Да. и с помощью пара и разглаживаем. Так. Чуть-чуть ушла. Да, здесь вот видно. Тут еще осталось, а здесь Можете вот сами попробовать. я? Да. Так, Улан очень сильно мне доверяет. Так, ладно, давай Ну, попробуем. тут главное не стоять на одном месте, Так, вот это кнопку просто тут- нажимать постоянно. Ага. Так, посмотрим, где она. Вот она, да? Так, поехали. Правильно? Ага. Пара выходит где-то вот здесь, с краю. Спереди, да? Да. Так, еще, да, думаешь? Да. Здесь нужно побольше сделать. Посмотрим. Вот здесь вот еще. Здесь, вот с этого края, да? Ага. Прям побаиваюсь. Вот, видите, Слушай, чуть-чуть ну хуже. да. Уже. Слушай, супер, буду знать. Дома Никогда бы тоже не как бы, если дома какие-то складки на диванах, либо поролон. Поролон, кстати, старый поролон, когда вот люди не хотят заменять поролон, Ага. можно тоже также паром ее отпарить, поролон немного становится пушистый. То есть Раз- восстанавливает да, свои восстанавливается. свойства. Вот здесь вот видите, чуть-чуть складка есть. Да, Вот, вот. Да, видно. Ее можно убрать тоже. Тут, Ну, как бы попадает. да. Нагрев такой не критичный, ну, она такая. Главное здесь, именно когда кожу делаешь, не останавливаться на одном месте. Ткань можно чуть-чуть приостановиться, когда распределяешь ее тоже. Но тоже нельзя останавливаться, чтобы она не сгорела. Потому что пара прям сильно дает и жаром тоже. У нас бывали случаи, то, что когда я только новичок был, долго постоял на одном месте и расплавил случайно кожу. О, это тоже обидно. Ну, тоже опыт, да, с другой Да. стороны. Если тебе так скажут, что не делай так, а не поймешь, пока сам не ошибешься. Да. Ну что, друзья, сейчас обратите внимание, вот так выглядит окончательная модель кресла. Соответственно, уже все обтянуто и готово отправиться довольному клиенту. Напоминаю, что это из учебного центра, да? Да. Улан, ну, большое спасибо. То есть сегодня один из таких выпусков, когда я узнал много нового, да, и во-вторых, еще и изделие сделал такое, которое идет начистую, то есть, ну, такое не для съемок, а вот именно прямо и познал азы, допустим, разбора, да, как ведет себя эко-кожа. На самом деле действительно очень крепкий, прочный, износостойкий материал. Поэтому, Улан, тебе большое спасибо. В твоем лице всему коллективу, форма мебели. Ну и, конечно же, желаю творческих успехов в работе. Спасибо тоже. Спасибо. Ну, а, друзья, как вы догадались, это еще не все. Вы, наверное, спрашиваете, а что же с тем старым диваном? Прямо сейчас вы увидите кадры до и после. Ну, а с вами мы прощаемся. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Пока.
Испытано на себе.